Исторический парк «Россия. Моя история» предлагает для всех желающих услуги по организации выставок, мастер-классов, различных презентаций, детских праздников, фотосессий, культурных встреч, деловых переговоров с кофе-брейком, а также видеоконференций и онлайн-встреч. Телефон 8 41 12 40 35 97. Для щекотания нерв и даже вот на дровах это очень хорошо. У меня деньги предсказали, а это очень хорошо. Этот на колесе, вот это вот сказал, тяжелый был год, тяжелый путь, но в конце концов все-таки к итогу логическому какому-то придете. Это даже такое предсказание мне понравилось. Ну, я прошелся по, как сказать, где гадают. Ну, посмотрел про историю. Ну, интересно очень. Интерес. Ну, вообще, это же наша культурная, хотелось бы побольше узнать. Мы сейчас посидели, истории послушали сначала лекции. Супер интересно. Ну, наверное, чтобы люди узнали побольше про культуру своего народа. По сути дела, надежду, уверенность не особо дает, но для просто интересно, для интереса можно ходить. И каждый год вот проводятся такие мероприятия. В прошлом году тоже было, да? Ну, это очень интересно. Гадание Танха, заглядывание в будущее так называемое, и получается, конечно же, они коррелируются фактически со святочными гаданиями. Мы же устраиваем ежегодное мероприятие в научно-популярном ключе. Гадания у нас проходят в каком ключе? Мы пытаемся реконструировать, получается, святочные гадания и иногда разбавляем их гаданиями других народов. И традиционно наше мероприятие включает в себя, конечно же, это познавательные лекции, тему в основном космогонии якутской мифологии. Рассказываем в целом о том, что такое Танха. Хэппи-эндов не бывает, хороших концов не бывает. Но когда я это делаю, все равно изучаю это. Ну, может, неправильно сделаю, все равно изучаю. Это на книгах и газетах читаю все равно. Это фольклор, это бестиарий все равно. Также говорим о религиозных практиках, существовавших на данной территории и которые возникли впоследствии. И, конечно же, о культурной составляющей в целом. Үтүү күнүнен көндү ытык маанында жаттар, аймактар, Туяр Стручкова сеңеречилere 90-га бүгүнгү тигилген алмазды бупутугар. Открылась мультимедийная выставка художницы Туяры Стручковой. Выставка сама называется «Творение АИ». Выставка рассказывает о якутской космогонии, о разделении Вселенной на 3 составляющих, на 3 мира – Нижний, Средний мир и Верхний мир, о якутской культуре, мифологии в том числе. Ну, мы сегодня приехали с Тампонского района, земляки нашей Туяры, поддержать ее первой выставки в такой большом масштабе. И нас радует, что она все это скомпоновала, древние наши традиции, и по-современному визуализировала через новые технологии. Да? Земляки очень рады, очень гордимся, что Туяра организовала такую выставку. Меня зовут Туяра Стручкова, я являюсь историком по образованию, но и цифровым художником. Сейчас я учусь в магистратуре кафедры фольклора и культуры, углубленно изучаю якутскую мифологию. Нарисовать всю якутскую мифологию, нарисовать их лики, которые практически не существуют
в художественном образе для меня был большой, как сказать, вызов, потому что я очень желала это, изнутри желала все это нарисовать и показать. Почему бы и нет? Зевс есть Аид, есть римский Марс, божество войны. И все это мы знаем, как они звучат. А почему именно якутский пантеон божеств? Она очень богата, очень имеет много образов, и почему именно мы не можем показать. Именно с этой мысли все началось. Это было около 5 лет назад, я это почувствовала и начала изучать. И почему я это говорю? Потому что, показывая вот этот образ, это не просто взяла и нарисовала. Я изучила много статей, монографий, читала разную литературу. И вот как раз все это себе восприняла, принимала и потом воссоздала вот эти образы. А почему именно исторический парк? Потому что в историческом парке это моя вторая выставка. До этого мы тоже полностью тут выставлялись, но вместе с художниками. И мы тогда очень хорошо поработали вот с людьми, с работниками исторического парка. И с точки зрения у меня носитель — это цифровые рисунки. Цифровые рисунки — это 2D-арт, притом еще анимирую сама. И вот эти анимации я же не могу показать на холсте, а именно в историческом парке по техническим оборудованиям, по проекторам именно то самое подходящее место. И для меня и по духу, и по всему, по всем фронтам. Почему творение Аи? Потому что это созидание, творение, айлы. Это как человек приходит, как и есть. Это мироздание, создание. И вот как раз от самого начала, от начала времен, со времен хаоса создается постепенно мир. Также создаются постепенно разные небесные ярусы, якутские существа, боги, божества, духи, хозяева, отчи и предки, родовое дерево, и все это вместе творение Аи. Творение по-якутски Аиди. Верховный бог Юн Аи Тойон — это создатель всего, создатель мира, создатель человека и всего сущего на земле. Именно с его прихода начинается земля процветания. На данный момент вы в картине видите верховное божество Юрин Аи Тойон, божество солнца в якутском пантеоне. Он является самым главным, самым величественным. Также его считают великим господином, белым господином всего мира. Для народа Саха мы издревле являемся солнцепоклонниками. И поэтому Юрин Аи Тойон является божеством солнца и верховным, самым высшим божеством всего на свете. В якутской мифологии каждое божество имеет свою семью, свой род. Без агаугадин, это устьем было. И вот в этой картине это основные якутские божества, представлен иерархия богов впервые. В этой картине называется Аи Сола. Аи Сола — это учение Аи, когда верховный бог, есть понятие материнская душа и якут, боркут, земляная душа, и Салганкут. Да? И вот Юрин Аи Тойон воспитывает то и якут, материнскую душу, светлым началом. И вот как раз тут показано, как солнце, да, верховный бог, спускает через поток, через разные божества твою материнскую душу. И вот когда человек приходит в этот мир, и он живет в согласии с природой, вместе с Якут, Боркут и Салгункут. А в этой картине Аи Сола, она показана, как по иерархии идет именно путь материнской души. Материнская душа, например, воспитываясь, питаясь светлым началом, идет дальше Джилгаэ, божествам урока и судьбы. Это Одун хан, Чингис хан, потом Джилгатанха хан. И вот так она по учению Аи приходит в средний мир. Творение всего — это именно тынар-тыннахтен по-якутски. Олата
живые существа, вот природа сама, природа у нас тоже живая, и вот семья, а семья именно вот 7 стерхов дочерей, как они сакральность имеют якутского народа, его жена Кюнкюбея Хотун, либо ее другое название Аджинасир Хотун, какую роль играет для якутского народа, Волонхо, например, какую роль она носит, и вот как раз начиная с этого зала, именно с верховного божества Эрин Аитойон, дальше идем путешествием по разным ярусам неба. И так мы приходим к среднему миру и предкам и первопредкам. Откуда появился в якутской мифологии первый человек? Первый человек появился из глины. Его создал верховный бог Эрин Аитойон и спустил для нее свою небесную деву, чтобы они жили в среднем мире, в мире и согласии с природой. И хочу, чтобы каждый человек не только знал своих якутских божеств, а именно прочувствовал их и открыл себе что-то уникальное, что-то вот соприкосновение с высшими силами, соприкосновение с предками. И я очень желаю, чтобы каждый посетитель, увидя эти картины, увидел себя где-то внутри. Приглашаем всех посетить выставку в историческом парке «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования». В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. Исторический парк «Россия. Моя история» предлагает для всех желающих услуги по организации выставок, мастер-классов, различных презентаций, детских праздников, фотосессий, культурных встреч, деловых переговоров с кофе-брейком, а также видеоконференций и онлайн-встреч. Телефон 8 41 12 40 35 97.